Сегодня я расскажу вам о вкладе ученых-полевиков в развитие Якутии. Первые экспедиции у нас начались в 18 веке, то есть это у нас вторая Камчатская экспедиция. Данная экспедиция несла цель изучения Российской империи и составления ее единой карты. В 90-х годах 19 века в Ленском районе нашли большое количество золота, то есть ленские прииски, и они стали основной статьей дохода Якутской области. В дальнейшем такие экспедиции проводились в 1925 году, это у нас первая комплексная экспедиция. Уже в советское время по прошению якутского правительства была проведена данная экспедиция, и в ходе нее было найдено гигантское количество золота в районе хребта Черского. То есть у нас изучали бассейны реки Яна, Индигирка и Колыма. И по ходу этой экспедиции также было найдено большое количество угля в районе реки Эльга, и было выяснено то, что Якутия обладает несравнительно большими природными богатствами. В каких условиях работали ученые-геологи? Если говорить про условия проживания, конечно, были не самыми хорошими, они были довольно-таки сложными, потому что у нас, как правило, такие срубные дома использовались в тех местах, где экспедиция могла проводиться 3-4 года примерно. То есть на один год у нас такие срубные дома не строили. В основном люди у нас жили в палатках, а как вы знаете, в палатках жить не так уж и приятно. Довольно-таки много гнуса есть, те же самые комары, мошкара, особенно в Верхояне. Потому что у нас геологи в основном работали за Верхоянским хребтом, то есть это у нас Индигирка, Колыма и также река Яна. В основном у нас были такие вот, например, микроскопы, предназначенные для изучения минералов. Также у нас свет давали, скажем так, получали с помощью керосина, то есть использовали керосиновые лампы. Это у нас аппарат для измерения уровня. И мы выравнивали землю с помощью в будущем лопат и уже начинали копать слоями. Ученые-полевики работали вдалеке от населенных пунктов, поэтому было довольно-таки опасно. И у нас было оружие для самообороны. Топили с помощью буржуек срубные дома, но все равно это было довольно-таки опасно. Потому что цивилизация далеко, в случае болезни нужно было человека обратно доставлять. Например, у нас Иван Дементьевич Черский, который изучал Колыму, не смог, скажем так, добраться до пункта назначения, он умер по пути, возвращаясь обратно. И также у нас была и кинофотосъемка с помощью фотоаппарата и видеокамер, чтобы все это предоставить в отчете. И, кстати, если говорить про отчет, это самое главное, что у нас сделал ученый-полевик, то есть он составлял свой дневник, и на основе этого дневника он у нас брал и уже писал отчет после полевых работ в течение чуть ли не всего года, до начала следующих полевых работ. Такой у нас был быт, довольно-таки тяжелый, авантюрный, поэтому геологами у нас, как правило, становились люди, которые были предрасположены к природе. Их вклад в Якутии на самом-то деле неоценим, потому что у нас благодаря ним пошло развитие в 20 веке, потому что появились новые рабочие места и отчасти. Наш уровень жизни сейчас напрямую связан с их деятельностью, с их героическим подвигом.